преддверии Дня Победы уже по традиции в социально-оздоровительный центр «Максаковка» заехала первая группа ветеранов Великой Отечественной. Это дети войны, малолетние узники концлагерей и труженики тыла. Всего 50 человек. Для них здесь приготовили оздоровительную программу. Упор делается на постковидную реабилитацию. Елена Кононова о том, что нового в этом году приготовили для ветеранов. С конца апреля медперсонал оздоровительного центра «Максаковка» перешел на усиленное дежурство. График процедур теперь скользящий. Все для того, чтобы как можно больше отдыхающих смогли их пройти. Все-таки в санатории спецзаезд. Дети войны. Их детство прошло в голодные военные годы. Многие наравне со взрослыми пахали в поле, валили деревья в лесу. А кто-то вспоминает ужасы концлагеря. Ушцелему Леониду Соловьеву было 6 лет, когда началась Великая Отечественная. Лошадей много стоит, все на войну всех забирают, наших родителей, родственников своих, песни, слезы, музыка, гармония. Соляная комната, массажи, кедровая бочка, физиотерапия, водо- и грязелечение. С раннего утра ветераны восстанавливают свое здоровье. Дитя войны Василий Попов из Картиросского района каждый май из года в год встречает в Максаковке. Не пройдет ванная. Мне делают солевые хвойные ванны, массажи. Процедуры проводят на хорошем уровне. Приезжаешь домой и долгое время себя чувствуешь отлично. Кстати, из-за ковида программа оздоровления в центре претерпела изменения. Здесь появились новые процедуры. Теперь ветераны насыщают кислородом свой организм в специальной барокамере, восстанавливается на 3D-платформе Шумана или вот в уникальной магнитотерапевтической установке. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при остеохондрозах, при бронхолегочных заболеваниях. Принимают и сухие углекислые ванны. Они также полезны и для сердца, и для легких, и для общего самочувствия. А еще подопечные гуляют пешком в Сосновом Бору. Это тоже благотворно влияет на работу органов дыхания. Организовали для ветеранов и выезды на прием к узким специалистам в диагностический центр. Ведь многие из них из районов. И не у каждого есть возможность посетить по месту проживания того или иного врача. Нас возят по специалистам. За это спасибо большое медикам. Заходишь, а там волонтеры берут за руки и ведут куда надо. В кабинете социальной реабилитации восстанавливают подвижность суставов на многофункциональных тренажерах. Здесь учат завязывать шнурки и открывать замки. И не только. Это нужно в первую очередь тем, кто перенес инсульт. У нас развивается много направлений. Одно из интереснейших направлений – это каллиграфия. Каллиграфия ценна тем, что скажем так, мелкая моторика и письмо, именно, про которое мы забыли, оно тесно связано с работой мозга. Поэтому, чтобы восстановить потенциал человека, и активизировать возможности, задействовать, скажем так, личностный рост, это наша основная задача пожилого человека, мы используем как раз именно приемы каллиграфии. Ну а вечера для ветеранов сплошной праздник. Развлекает их мастер-классами, танцами, играми в настольный теннис и бильярд. Дают концерты творческие коллективы. Но самое главное в этом году после 2-летнего перерыва из-за ковида наши защитники, узники концлагерей, дети войны снова смогут увидеть парад Победы на главной площади Республики Коми – Стефановской. Ветеранов туда отвезут на автобусе. Они будут находиться на трибунах на Стефановской площади. 3 человека, которые находятся у нас здесь, будут участвовать в шествии и в параде, будут участвовать в возложении венков в память к вечному огню и в память у скорбящего солдата. Кроме того, они пойдут в колонии, остальные будут находиться на площади. А 10 мая их ждет военно-полевая кухня и солдатская гречневая каша с тушенкой. Столы накроют прямо на улице перед зданием центра, где соберутся не только отдыхающие ветераны, но и жители поселка. А патриотический клуб из Выльгарта выступит с праздничной программой. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.